Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24. Мы продолжаем мастер-классы со студии ТАСС. Антонина Попова, мастер по витражу, по стеклу. В прошлом выпуске, если заглянете в социальные сети, узнаете, ближе, может, познакомитесь, да, кто не знает, с техникой по росписи по витражу, да, мы рисовали на бокалах, очень красивые рисунки, что можно повторить и дома, оказывается, без лишних каких-то проблем. Главное иметь необходимые какие-то краски, да, ну и желание. И желание. А сегодня у нас чуть посложнее, да, интересная техника в стиле Тиффани. Что это означает? Как-то связана ли она с Тиффани той самой, да? Ага, известная нам по фильмам. Кстати, да, хотела сразу сказать, что техника Тиффани была придумана Льюисом Тиффани. Льюис Тиффани — это сын основателя торговой марки Тиффани, ювелирной компании. Вот откуда все идет. Вот откуда все, да. То есть у основателя компании Тиффани был очень талантливый сын, который придумал новую технологию работы с витражами. Раньше, если в церквях вот эти окна все делали вручную, то есть из маленьких кусочков вот таких, все это собирали. И это было очень, не то что тяжелый, он был еще и очень вредный труд. И таких витражистов то есть прям надо было искать. Почему строили церкви очень долго, и почему туда приезжали именно специалисты из Италии, из разных далеких стран, для того, чтобы вот эту технику никто не воровал, во-первых. Ну и люди, которые занимались этим годами, только они могли это сделать. А Льюис Тиффани упростил эту технологию. Если раньше все это там варилось, кипятилось очень долго, он придумал облегчить для того, чтобы это стало более доступно. Ну и стоит отметить, что работы Тиффани самого до сих пор есть, они хранятся в музеях. Это настолько высокое искусство, что передается как по наследству прям. И до сих пор эта компания выпускает люстры свои знаменитые, люстры, лампы, вот именно абажуры, что является их визитной карточкой. А сегодня мы с вами попробуем сделать, не то что попробуем, я покажу основные шаги создания такой вот птички, как вообще мы пришли к этому. Не будем делать ее сейчас, потому что это занимает около достаточно 5 часов, время. Наверное, да. Поэтому мы сначала, то есть поэтапно все покажем, что зачем идет. Ну и скажу, что при большом желании можно дома собрать. Тоже повторить. Это повторить. Для этого придется закупиться материалами, запастись временем и очень большим желанием. Если же вы обладаете таким ценным ресурсом. Итак, самое первое — это мы берем просто простой лист и рисуем то, что мы хотим сделать. Без четкого чертежа у нас ничего не получится. Для того, чтобы получить такую птичку, например, мы рисуем тоже птичку. То есть сегодня можно пробовать, можно при помощи там вспомогательных линий каких-то делать. Я не художник прям такой, чтобы взять и отрисовать птичку сразу. Поэтому я вот буду пользоваться вспомогательными линиями, то есть туловище, крылышко примерно. Неважно, что рисунок будет вот такой весь в линиях и так далее. То есть вам это сейчас особо не важно для того, чтобы рисовать эскиз. Можно это все равно перерисовать, ничего страшного в этом нет. А то обычно люди хотят прям сразу красиво. Конкретно, четко, да? Четко, чтобы лишних линий ничего не было. Но мы не боимся, мы будем делать то, что у нас получается. Вот такая вот птичка будет с клювиком примерно. И для того, чтобы птичка, птички мы тут ножки такие прям рисовать не будем. Да, у нас птичка будет парящая. Мы ей можем делать цепочку или леску для того, чтобы она висела и как будто бы летит. Поэтому мы эти ножки убираем, рисуем ее просто без этого. Важно тут учитывать, что
работать со стеклом достаточно сложно, тем более с витражным стеклом. Я сейчас расскажу про особенности стекла для Тиффани. Есть обычное стекло, которое очень хорошо поддается манипуляциям, а есть вот красивые специальные стекла, с которыми нужно подружиться еще сначала. Стоит брать простые элементы, то есть не очень мелкие, не сильно большие и без изгибов. Вот это максимальный изгиб, который можно прорезать вручную. Есть специальные, конечно, машины. Когда смотришь в интернете разные варианты, видишь прям такие изгибистые круги, линии травы и так далее, ну, то есть зелени. А так как мы режем все это руками, мы можем вот себе максимум позволить вот такой изгиб. Ну, вот такие изгибы. И для того, чтобы у нас получился лаконичный, красивое изделие, мы должны выбрать соответствующие цвета, то есть все должно сочетаться, и элементы должны быть максимально простые. Тут всего 3 элемента, но сразу видно птичку издалека, то есть даже без вот такого отдельного крыла сразу видно, что у нее все на месте. Ну и листочки потом добавили для полноты картины. Итак, эскиз мы нарисовали, скажем. Мы по нему будем вырезать стекло. Сначала мы смотрим. Обычно в работе используются глухие стекла, как на примере. Но также можно использовать прозрачные стекла. Если стекло прозрачное, мы просто прикладываем на рисунок и перерисовываем нам нужную деталь. То есть головка, да? Да, головку, вот, например, мы прорисовали. И затем, то есть прорисовав все детали, нужные, например, вот так, все посмотрели, цвета подходят, на птичку похоже. А затем мы уже приступаем к резке. Но перед тем, как мы начнем резать, мы должны изучить стекло. Есть стекла прозрачные, у них нет такой сложной структуры внутри, тут есть только пузырики. И вот по пузырикам может пойти трещина, поэтому мы смотрим, когда перерисовываем деталь, куда попадает рисунок, чертеж, и стараемся избегать тех зон, где есть вот эти пузырики. А то получится как со льдом, одну точку сделал, все треснуло, и уже получится испорченное стекло, и придется рисовать заново это все дело. Также по стеклу хотела сказать, что преимущественно стекла для техники Тиффани, они все сплошные, с красивым переливом. То есть они называются опаловые стекла, то есть напоминают по своей структуре. Они, вот как видите, полупрозрачные, за счет чего происходит и вот вся магия Тиффани. Они красоты. Они бывают разные. А вот эти стекла, они как-то вот откуда они добываются, вот вами лично, они покупаются, как находятся, где вот можно достать? Да, это специальные стекла, мы их покупаем, то есть они имеют специальное предназначение только для Тиффани. Можно на популярном маркетплейсе это купить, маленькие кусочки продают, по-моему, такие или даже чуть меньше. В принципе, по достаточно доступным ценам, но мы заказываем большие листы, вот как этот, наверное, зеленый, даже больше, и затем уже вырезаем, что нам необходимо. Если поступает прям большой заказ, то, конечно, нам важно и ценно, чтобы листы все были целые, и просто так мы их тоже не режем. Вот, перерисовали вот тут тоже видно, тут лучше видно. Точно так же перерисовали. Затем при помощи стеклореза, при помощи кусачек мы вырезаем необходимую нам деталь. Вот здесь, например, прорисованы вот эти листочки, мы вырезали. При необходимости детали все нумеруются, то есть мы вот все вырезали. 1, 2, 3, да? Сложили. И чтобы не запутаться, мы делаем это на рисунке. Вот 1, 2, 3. И точно так же пишем на стеклах. На стеклышке. У нас вот получается такое. Кстати, используется также зеркало. Оно придает такое вот особенное настроение, можно сказать. И тоже так же, не боясь,
пишем все необходимые нам, подписываем детали. Так, давайте попробуем поработать чуть-чуть инструментом. Ну, со стеклорезом мы сейчас ничего резать не будем. Будем работать с кусачками. Это кусачки по плитке, они, наверное, самый доступный инструмент из тех, которые у нас есть. Их можно, наверное, я не проверяла, но, скорее всего, в Якутске тоже можно найти на строительных магазинах. Вот. Бывает так, что стеклорезом мы прорезали все, но немножко остался край. Ничего страшного, тогда мы вот так вот прикладываем. Попробуйте. Нет. Хорошо. Ладно. Берем инструмент, держим его перпендикулярно к столу и параллельно поверхности, чтобы ничего никуда не улетело. Ставим лезвие на линию, которую мы прорисовали, и вот таким вот движением убираем кусочек. Она просто отламывается, просто отламывается. Получается. То есть то же самое можно делать с плиткой, которая вот дома. Скорее всего, вот плиточники используют в работе такие инструменты. Я тоже не проверяла. Так, вот, все порезали. Затем мы приступаем к шлифмашинке и на ней шлифуем все края. Вот здесь видна разница. Лучше на такой, наверное, покажу. Тут видна разница, то, что стекло не шероховатое, оно полностью гладкое. А здесь уже видно, что отшлифованное, есть налет. Мы должны добиться вот такого эффекта при помощи шлифовки. Давайте посмотрим, как шлифовать. Давайте. Так, вот у нас шлифмашинка. Это тоже специальное оборудование. Если вы будете, например, задумали делать Тиффани дома, то можно воспользоваться обычной наждачной бумагой разной зернистости, начиная от крупного, заканчивая мелким. Это можно вот так вот прям сидеть, тереть. Это займет, конечно, очень много времени, но это очень важный шаг для того, чтобы в будущем добиться крепости изделия, чтобы оно не развалилось просто-напросто. Можно вот так вот поставить и вот так вот тереть. Это в домашних условиях. В мастерской мы используем шлифмашинку. Вот такой вот специальный держатель. Это защита для рук. Вот так придерживаем стекло. И по шлифмашинке вводим уже только инструмент. То есть мы руками сюда не подходим, потому что шлифмашинка работает по принципу бормашинки, как у стоматолога. Точно такая же мощность, точно такая же скорость. То есть достаточно опасно. То есть технику безопасности придерживаемся. Да. Техника безопасности есть также еще для глаз, специальная защита и лупа для того, чтобы прям вот так вот туда не залезать лицом. Наблюдать через лупу, да? Да. И вот запускаю машинку и начинаем шлифовать. Если есть вот такие углы, заусенцы, как вот на том примере, у нас же плохо отломалось. Все вот эти неровности мы пытаемся цель сгладить, то, чтобы получилась ровная поверхность. Вот, скажем так, вот мы протерли. А затем мы, конечно, насухо все это протираем, смываем весь налет, который получился. И тут видим разницу, что вот здесь не отшлифованная часть осталась. То есть сразу видно, где отшлифовано, где не отшлифовано. И вот таким вот образом все стороны, да? Все стороны, все наши кусочки мы обрабатываем. Вот. Можно приступать к следующему этапу. И следующий наш этап – это оборачивание наших кусочков. Зачем мы шлифовали? Шлифовали для того, чтобы получить ровную поверхность. И сейчас уже создать именно ту поверхность, которая будет паяться. То есть мы паяем при помощи паяльника олова, а стекло просто так с металлом не соединяется. Поэтому мы идем
на хитрость и обматываем каждый кусочек при помощи медной ленты. Медная лента, она как скотч, то есть получается вот защитный отклеивается, слой. Да? И это очень тонкий слой меди. Вот так вот выкладываем. То есть кому как удобно. Кто-то на весу делает. Мне, например, удобно положить ленту саму, сделать маленький защип с этой стороны, прям вот пригладить, чтобы ничего никуда не убежало. И прямо по фигурке, по всей фигурке, да, проходимся. Так вот приложили и сделали. Здесь важно оставлять с двух сторон, ну, желательно, конечно, одинаковую толщину. Очень тонкая работа. Стекло само 3 миллиметра, а лента у нас 5 миллиметров. То есть буквально по миллиметру остается с двух сторон. Если неудобно, можно вот эту часть отрезать. Руками очень хорошо рвется. Но для аккуратности, конечно, ножницы нам нужны. И вот так вот мы прикладываем. Приложили. Оторвали все ненужное. Нам не понадобится. И сейчас уже приступаем к тому, чтобы все бока оказались внутри. Пока что вот выглядит вот так, совсем скомканно, а в идеале должно получиться вот как здесь. Вот таким образом, как, не знаю, как конфетки. Да. Вот тут, например, очень видно шлифованная часть и вот такая. Это у нас остались элементы от витража, которые не подошли. То есть для того, чтобы создать витраж, иногда создается не только один элемент, а создается множество, которые могут и не подойти. При сборке бывает прям... Детальки такие, да? Да, детальки не сходятся. Вроде бы ты вырезал то же самое, но по факту бывает, что немножко ошибся. Ну и стекло достаточно капризный материал. Оно может таким вот образом. Итак, медь мы вот приложили для того, чтобы просто схватилось, а затем мы приглаживаем плотно-плотно для того, чтобы ничего никуда не слетело. Потому что это и есть основное цепление наше, чтобы изделие было крепким. Тут и будет проходить вся работа будущая. А стекло останется только для красоты, вот, которая тут осталась. Все проверили, со всех сторон все пригладили. Это можно вот делать ручкой, можно делать, в пластилине бывает такой стек при помощи такой пластиковой палочки. Им удобнее. Так, в принципе, без разницы. Хоть руками можете делать, если вы уверены. Так. Все, вот так вот все сделали. Затем мы уже приступаем к следующему шагу. Будем паять сейчас. Найдем более подходящий по изгибу. Вот, наверное, такой. То, что тут маркером все написано, расписано, это тоже особо не имеет значения. Это можно потом все смыть в процессе. Пока что вот нам пока они нужны. Вот, оставляем в таком ключе. Здесь нам уже понадобятся перчатки, потому что будем работать с химией. Если есть аллергия на и непереносимость каких-то резких запахов, то лучше, конечно, воспользоваться масками. И не просто медицинской маской, а с защитой, с клапаном. Ну и, конечно, все это делается лучше в большом помещении, хорошо проветриваемом. Если есть условия, например, летом это делать, то можно вообще на улице. Будет замечательно. Так, приступаем к тому, что мы сначала обрабатываем все швы. То есть это медь. Дальше идет уже чисто химия. У нас есть флюс, это такая кислота. И мы смазываем все, вот кисточкой можно сделать, ватными палочками. Тряпочка просто чуть-чуть капнуть и вообще пройтись по всем швам. Можно это сделать вот так. В руки брать каждый элемент, протирать со всех сторон все швы. Можно это вот делать в горизонтальном положении. И всю медь покрываем вот такой вот кислотой. Далее,
это кислота, поэтому руками ничего не трогаем, конечно же. Затем мы приступим к работе с паяльником. Для этого нам понадобится сам паяльник непосредственно и оловянный сплав. Он называется ПОС. П забыла, как оловянный сплав. В общем, это специальный, то есть они тоже делятся по своему составу, где-то больше олова, где-то меньше. Наш вот 61-й. Толщина тоже бывает у них разная, совсем тоненькие для маленьких работ, деликатных, и бывают вот такие большие, даже бывают огромные прутья. С ними, конечно, работать тоже очень удобно. Для защиты поверхности нам понадобится подставка для паяльника и губочка маленькая. Мы сейчас ее смочим для того, чтобы очищать паяльник, жало паяльника. Так, сейчас я включу. Ну и сам паяльник. Это специальный паяльник именно для Витрера Тиффани. У него, скажу, 100 Вт мощность, что в 2 раза больше, чем у обычных бытовых паяльников. Так, при плавке нам, возможно, может понадобиться, например, цепочка, какая-то фурнитура, которая нам, это уже более финишная фурнитура, которую мы можем сразу припаять. Точно так же мы обрабатываем место соприкосновения с флюсом. Либо же вот такие маленькие колечки, ну, это чаще всего используется для того, чтобы потом подвесить наше изделие. Сейчас я уже чувствую, что паяльник нагревается. Так, ну и также при помощи проволоки можно собрать там любую конструкцию, как вот здесь, для того, чтобы получилась красота. Тоненькие, толстые проволоки. По проволоке тоже нужно смотреть, пробовать, потому что некоторые составы совсем на себя не берут вот такое олово. А медь, вот, как мы уже проверили, очень хорошо паяется, чтобы облегчить. О, стекла как. Вот. Ух ты. И вот таким вот образом сначала мы в первую очередь соединяем элементы между собой вот при помощи точки, таких вот маленьких блестящих точек. А затем, вот тут уже побольше, затем мы просто берем и чуть-чуть надавили и сделали шов. Швы должны быть чуть-чуть выпуклые, чтобы это красиво смотрелось. Вот здесь все олово, оно распределилось на швы, поэтому мы добавим чуть-чуть и придадим объема таким вот образом. Вот. То, что на стекло попадет, тоже ничего страшного. Со стекла это все отмывается. Вот таким вот образом работаем. Каждый шов. Сначала вот элементы соединили между собой, так, с этой стороны. Стекло тоже очень сильно нагревается, поэтому, когда вы хотите проверить, что получилось, лучше сначала убедиться, что стекло остыло. Чуть подостыло. Да. Вот пока у нас получается такая красота. Впервые вижу, как это все делается. Красиво так. Очень. Вот, и везде, вот где мы видим медный цвет, все вот это мы должны покрыть нашим... Плавим и покрываем, да? Да, оловом. На паяльнике остается это олово, поэтому можно вот сначала просто пройтись, а затем, если мы хотим добавить глубины, ну, объема, то можем вот так вот точно где-то добавить. Можем просто взять даже вот, где лишнее получилось, просто оттуда убрать и перетащить в другое место. С одной стороны закончили, переступаем к другой стороне. То же самое. Опять все швы обрабатываем, да? Обрабатываем флюсом. Ну, мужчины, наверное, ну и вообще женщины, которые когда-либо паяли любым паяльником, да, в курсе, почему так происходит, зачем это нужно. Что без этого все равно ничего не паяется. Так.
Для них это не секрет. Мгм. Чтобы... вот. После того, как покрыли все, будем представлять себе, что мы все закрыли, Мгм. мы должны, ну, то есть у нас остались вот тут, вот здесь вот тоже не покрыто все, сбоку тоже все не покрыто. Все это мы покрываем, мы используем обычно такие деревяшки, вот прям рабочая деревяшка, чтобы у нас руки были более мобильные, мы ставим это все сюда на подставочку. Для более сложных витражей, изделий, такие деревяшки прям разрабатывают специально. Если требуется какая-то вот геометрическая точность, то используются подходящие по размеру любые предметы, которые подходят, которые не нагреваются сильно. То есть это не должно быть стекло тоже, потому что обычное стекло мы не знаем, как оно будет реагировать на воздействие тепла. Это может быть дерево обычно используется, либо какой-нибудь огнеупорный пластик, который тоже достаточно сложно достать, но есть. Бывает, это методом проб и ошибок испытывается. Или металлические предметы. После этого мы ждем, когда оно остынет. Моем это все, мы смываем флюс. Затем... Под водой, да? Обычно. В обычной мыльной воде можно сделать, либо в проточной. Ну, лучше, конечно, в тазике прям хорошенько отмыть это. Водичка вам все равно понадобится после этого. Ну и использовать тазик не для пищевых целей, а какой-нибудь бытовой. Можно хоть в ведре помыть и спокойно потом пользоваться. Так вот у нас получается. Да, очень красиво, Антонина. Я думаю, что не только я, наверное, да, узнала много нового, интересного, потрясающе. Интересная у вас работа, оказывается, да? Спасибо. Столькими инструментами управлять, все знать, все так качественно сделать. Я бы вам пожелала успехов в вашей дальнейшей работе, вдохновения, конечно, да, на создание еще больше и больше красоты для якутян. Вам, Антонина, спасибо за возможность узнать что-то новое, интересное, полезное. И спасибо вам за вот этот удивительный мир стекла и витража. Да? Очень интересный. Я с вами прощаюсь и думаю, что мы с вами еще увидимся на новых каких-то мастер-классах интересных. Спасибо вам за такую интересную беседу. Будем расти, развиваться, придумывать новые виды, воплощать новые виды витража и дарить, знакомить их с якутянами. Да. Удачи вам в этом. Ну а всем телезрителям желаю оставаться на нашем телеканале. До встречи в эфире.